Я чеченка, выехала из Чечни в 2011 году. У меня 5 детей. У нас редко получается выйти на прогулку вместе. Муж звонит мне каждый день, спрашивает, как мы, что мы делаем. Я вышла замуж в 2005 году. Меня преследовали за то, что я вышла замуж. Я часто вспоминаю родительский дом и очень скучаю. Надеюсь, скоро все закончится, и Чечня станет свободной, и мы вернемся домой. La ilaha illallah, varieves чудаллаху. La ilaha illallah, busu basanok чиче. La ilaha illallah, varieves чудаллаху. La ilaha illallah, busu basanok чиче. Чечня маленькая страна и хотела независимости, а Россия не хотела, чтобы мы отдалились от них. Россия — это зло. Первая чеченская война началась в 1994 году, в декабре. Мне было 13 лет. Я все это хорошо помню. Декларация о государственном суверенитете Чеченской Республики была принята еще в СССР в соответствии с законами СССР. И этот факт был признан и руководством СССР, и руководством Российской Федерации. Вышли из состава СССР. И когда СССР развалился, это тоже было прописано, что каждый субъект определяет свое будущее самостоятельно. Дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Введение в отдельных местностях страны чрезвычайного положения. 90% народа поддерживало независимость Чеченской Республики Ичкерия. Все в порядке, салютует Ичкерия. Присягу принял, никаких у нас между военными и народом, никаких конфликтов нет. С приходом Дудаева и вот объявления нашей государственности народ почувствовал свободу. Да, действительно, народ был вольный, вильный, как говорят в Украине. Это была процветающая республика. Вот эта знаменитая фраза Шахрая «Карфаген должен быть разрушен» на фоне вот той нищеты и того, что происходило в самой России. И вот нужно было вот это все разрушить. Провокации начались с 1992 года. В принципе, теракты, создание так называемой оппозиции. Ельцин создал временное правительство, он создал структуру, противовес Джохару Дудаеву, и они начали готовиться под предлогом, что это чеченская оппозиция выступает против. Чеченская республика Российской Федерации, и никто об этом не должен забывать.
Почему наша республика называется Чеченская республика Ичкерия, хотя по Конституции мы Чеченская республика. В 1993 году, когда Ельцин включил Чеченскую республику в Конституцию, тогда же Джохар издал указ и изменил название республики. И с этого времени называется Чеченская республика Ичкерия. В 1993 году нас включили в состав Российской Федерации, просто приняли новую конституцию и вписали односторонне. Чеченская республика является субъектом Российской Федерации. Вот то же самое они сделали с украинцами. Путин сейчас, когда обновлялся, он же включил и Луганск, и Донецк, и Крым. То же самое сделало с Херсонской, Запорожской областями, которые тоже они якобы присоединили к России. 11 декабря Ельцин уже подписал указ о вводе войск на территорию Чечни. Почему Ельцин начал войну в Чечне в 1994 году? Они ждали, пока не решится вопрос с Украиной. Мир вынудил Украину отказаться от ядерного оружия. 5 декабря был подписан меморандум об отказе. Избавившись от ядерного оружия, Украина становилась очередной жертвой. Но чтобы дойти до Украины, сначала нужно было решить вопрос с Чечней. Я часто вспоминаю войну, которая была в Чечне. Там мало осталось парней. Многие воевали. Никто с дома не выходил. И мы боялись выйти даже. И стреляли они минометами возле дома. И самолеты тоже летали. И после этого часто они приезжали как бы зачистку сделать, проверить паспорта. Они были такие ярости. На них смотреть, как будто они нас сидят. Кричали: давайте назад, женщины, идите в дом. А женщины боялись отпускать мужчин. Они сразу, когда зашли в село, 3 мужчин сразу на месте вот застреляли. Сказали, это за наших братьев. Сразу, без допроса. Безвинные, безоружные люди, мирные люди, они дома были, когда зашли войска. У моих братьев тоже, меня, моих родителей, всех родственников, они начали увозить, пытать, били током. На ноги завязали проводы, и у них стоял там аппарат, и на аппарате они крутили. А у меня руки были завязаны сзади и в наручниках. И когда они били током, они держали рот, чтобы я не орала. Мы там были в сутки у них. Они мне угрожали, что убьют братьев, если я не скажу, где находится мой муж. Этого я не знала, где он находится. Если бы знала, то я им не сказала бы. Он никогда в жизни не сдастся. Он знает, что с ним будет, если попасть их в руки. Мы оказались в войне с Россией. Весь мир от нас отвернулся. Нас зачислили в разряд внутреннего дела России. И многие народы, которые тогда еще думали о возможном своем суверенитете и о своей независимости, они аппетиты поубавили, наблюдая за теми жертвами, которые происходят в Чечне. Лучше не обижать чеченцев. Наш народ уже 400 лет воюет. Мы всегда защищались. Что они хорошего делают? Что они делают для человечества? Ничего абсолютно они не делают. В Чечне
Ни один человек, который пришел воевать, он повестку не получил. Это было добровольно. Воевал простой народ. Мы создали свое подразделение. Ну, как в Украине создавались теробороны, оружие мы сами покупали, боеприпасы тоже сами покупали. Я даже в советской армии не служил, потому что я женился рано. У меня уже было 2 детей, вы знаете, высшее образование. 2 детей уже в советскую армию не брали. В 1994 году Джохар Дудаев назначил меня министром культуры Чеченской республики Ичкерия. Я как член правительства, имея, естественно, я был военно обязанный, я сначала вступил в народное ополчение, а в последующем Джохар вызвал, и уже к марту месяца он меня назначил командующим 7-м фронтом. А я войну завершил уже командиром отдельной бригады особого назначения. Уже после смерти Джохара Дудаева Зелимхан Яндарбиев назначил меня помощником по национальной безопасности, секретарем Совета безопасности. Помощи было ждать неоткуда, и мы нападали на колонны, забирали у них вот это оружие, боеприпасы, и этим же оружием воевали против русских. Я что, бандитка? Я что-нибудь вам сделаю? Это просто геноцид идет. У меня была самая мирная профессия. Работал учителем физкультуры и спорта в Чечне. Я не военный человек. Просто меня вот эта война, Первая и Вторая Чеченская война, сделала военным. Одной из операций я был ранен. Нас вычислили и авиаударами разбомбили нашу базу. И тот блиндаж, где я находился, взрывной волны меня отбросило, и выход, оказывается, завалило. Вот и все. Когда я очнулся, я не понял, где я нахожусь. Было кругом темно, на глубине 3-4 метров. Я начал первое время откапывать, но сил не хватало. Я проваливался без сознания. Я не знал, где ночь, где день. В итоге смирился со своей участью. Я слышал, что кто-то копает, и услышал чеченские голоса. Прошло почти неделя, и они вспомнили, что у них есть запасы еды. Они думали, что я уже умер. И когда узнали, что это я кричу, они начали быстрее это откапывать, откопали меня. Умереть это не страшно было, просто вот это чувствовать, что ты под землей и засыпанный, и у тебя нет сил откопаться, вот как бы выйти оттуда, вот это угнетает. И до сих пор меня вот это состояние преследует иногда. Сообщили маме, она уже меня похоронила, в трауре была. И когда ей опять сообщили, что я как-то чудом остался жив, она сказала, в следующий раз, когда увижу тело, тогда поверю, больше не поверю. Чеченские женщины мужественные, многих наших чеченцев, да и даже мужчин. Очень много женщин вытаскивали ребят при зачистках, которые федерали хотели забрать. Дрались с ними, вставали перед танками. Наши женщины самые-самые лучшие. Меня преследовали за то, что я вышла замуж за Зумсу. Они хотели, чтобы я сказала, где он находится, мой муж. А я не знала, где он находится. Сразу не было возможности выехать. Потом я поехала за мужем. С мужем я была в лесу почти 3 года. Это был просто лес в горах. Летом в палатках, зимой в блиндажах. Нам приходилось менять места, потому что там охотники ходили. Если охотники, то они тоже могли предать и предали. Нас начали под утро бомбить прямо на нас. И мы отходили от этого места. Я 3 года находилась в лесу с мужем.
с 2008 по 2011 году. И потом забеременела и родила дочку. И когда второй раз забеременела, я вынуждена была выехать. Я была в розыске в Чечне. И выехала я сначала в Украину, потом некоторое время жила в Украине, и оттуда полетела в Турцию. У меня в Чечне остались 2 брата и сестра. Мама 2 года назад умерла. Они и сейчас тоже мучают их. Они приезжают и спросят меня, где я, что я делаю, где я нахожусь. Мой муж Зумсо находится сейчас в Украине. Он воюет против России. Я в то время был женатым уже. В 2003 году и развелся, и женился. Ну, так получилось это. Сын родился, она отдала его моей маме уже 3-месячный вот в чеченском обществе. У нас, если родился у тебя ребенок, если ты развелся, то возвращают обратно этого ребенка. Если ребенок находится у своего отца, это у нас очень нормально. И моя мама после этого не жила в Чечне и забрала ребенка, поехала в Европу. Зашел. Как у тебя дела? Он в фирме работает, и там собирают запчасти, такие дорогие машины. Мам, куда счет? Он мог шалмую. Если он по телефону со мной разговаривает, она должна слышать, какой разговор там идет. Он لا يقوزوا Хамзат, короче, вообще в Украине. Мне дал слово, что он приедет. Я горжусь отсюда. Я горжусь, говорит. Алейкум салам ва рахматуллахи. Через 19 лет я увидел своего сына, короче, вот так, реальности, короче, что я мог его или обнять вот так. Я уже находился в федеральном розыске. После этого я уже был в Интерполе, Европоле, короче. Да, вообще много что добавилось. Из Чечни я уехал в Турцию. Вот так, с Турции в Сирию. Я же 3 года сидел, просто обвиняли в терроризме. У вас началась война, 24-го началось, 29-го уже мы были в Украине. Сегодня в Украине возрождается чеченская армия, вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. Во время Первой мировой войны был создан польский легион. Этот легион стал ядром независимости Польши. И вот, следуя историческим таким аналогам, мы уверены в том, что мы сумеем это сделать. И тем более 18 октября в 1922 году Верховная Рада Украины приняла постановление о том, что Чеченская Республика Ичкерия – территория, временно оккупирована Российской Федерацией.
Братья голодные не будут, будут сыты и будут воевать хорошо. У нас с детства в семье была любовь к Украине. В детстве нам говорили про Украину. У меня отец служил здесь. Я из Бельгии приехал. Началась война 24 числа. И я 2 дня не мог осознать эту войну. Мне показалось вначале, это как в Чечне, как у нас. Вот нас убивали русские. Мой отец тоже воевал на 2 чеченских войнах, и в 99-м, в 2000-м при выходе из Грозного был убит. И мы эмигрировали в Европу, и таким же образом все здесь. В детстве я помню войну, как моя мама, когда нас бомбили, бежала в подвал вместе со мной. Еще помню, русские как забирали отца, там пытали. Я вообще не понимал, почему они хотят меня убить, что я делал. Они кричали, они били. Это было очень страшно. Я боялся их. Я помню тоже, когда они ехали, зачистки делали. Мы были маленькие дети, мы играли там на улице. Мы бросали камни на них, и мы убегали. Вот из-за этих русских вот у меня и многих братьев не было детства. Без мяса, как говорится, волку никак. Хаджи Мурада большой опыт военных действий. Он участвовал в Второй Чеченской войне. После этого была Сирия. 4 года уже боец вооруженных сил Украины. В структуре вооруженных сил Чеченской Республики у него звание полковник и командир ОБОН. Весь мой род, все мои родственники были в сопротивлении самых 90-х годов. У меня был дядя, Царство Небесное, Ваха Арсанов, он был вице-президентом Чеченской Республики Ичкерия. Был 99-й год, начиналась война. Мой брат погиб тоже. Тимур его звали. Это был, наверное, он дополнял ту часть, которой мне не хватает по жизни. И вот мне 17 лет, ему 16, и дядя там, наступление идет. И мы подходим и говорим: дядя, определи нас в одно из своих подразделений. Мы говорим: мы хотим воевать, дядя. Он на нас посмотрел и сказал: не переживайте, сказал, эта война, может быть, еще вашим детям достанется, вы успеете. И вот я эти слова и парням говорю, и сегодня уже 23 года прошло. Жидкий суп будем готовить, и тут вареным мясо разбираем. Молодые, они вспыльчивые, им хочется геройствовать. Всегда должны на чеку, всегда готовы должны быть, потому что враг недалеко от нас. Меня после учебки сразу отправили на Херсонское направление. Мне дали 2 гранаты и нож. Сказали мне, один для врага, а другой, чтобы не попасть в плен. А нож тушенку кушать. Конечно, прошел. Я же чеченец, но у меня другого выбора не было. Это была проверка на смелость. Я прошел это. Заехал в село. Как раз оттуда уходили русские. Они уходили, убегали. Для любого чеченца религия – это на первом месте. Религия поднимает и дух, и стремление победить. Мы в любом случае оставались победителями. Если мы побеждали этого врага, мы побеждали. Если умирали, то мы попадали, иншаллах, в рай. Вот это мотивировало идти на войну и воевать, и защищать свою родину. Не каждый выдерживает войну. Когда бываешь близко к смерти, ты тогда осознаешь, для чего-то это нужно тебе или не нужно. Останусь живым, братья, на всю жизнь.
тоже люди, как и вы. У нас есть хорошие чеченцы, у нас есть плохие чеченцы, как у вас. Воспринимали, что вот чеченец, он значит террорист. Отец мой был генерал Ичкерий, самый молодой и знаменитый человек, все его знают, Арби Бараев. И ему было только 28 лет, когда он погиб. Я привык уже. Когда я был маленький, это было очень тяжело. У всех были отцы, я был один. Я в 3 года ничего не помню. Я только один раз помню, мой отец, взял меня так и, смотрел на меня и говорил что-то. В Москве, Норд-Ост. Это мой двоюродный брат делал. Так что меня ненавидят русские и ненавидят это кадыровцы. Если они поймают меня, мне... Понимаешь? Джохар Дудаев, Шамил Басаев, Хамзат Гилаев, Арби Бараев. Для вас было вот тогда террористы, Шамил, там, Хамзат Гилаев, наши герои. Идет поколение, и мы продолжаем их борьбу. Это долг каждого чеченца находиться здесь и воевать против России. Джохар сказал так, иншаллах, надеемся, когда зайдет украинское солнце, то режим падет, да, российский, то и мы надеемся, что лучи этого солнца коснутся и Кавказа. Почему Первая война закончилась выводом российских войск? Потому что они готовились ко Второй войне. Им нужно было изменить имидж чеченского народа. Нужно было нас перевести в разряд международных террористов. И вот за эту паузу, за 3 года между 2 войнами, русские, в принципе, работали в этом направлении. Все крупные теракты, которые произошли в России, и которых обвинили чеченцев, за всеми этими крупными терактами стояли российские спецслужбы. Главное требование людей, которые захватили Буденновск, было остановить войну и вывести войска. Благодаря вот этой акции приостановлена была война. Буденновск. Очень плохой прецедент. В каком смысле? Это будет восприниматься миром очень негативно. Я ни в коем мере не оправдываю эти события. И дело в том, что это тоже не было задумано не захвата. Мы не собирались конкретно захватывать Буденновск. Мы хотели добраться до Москвы. Но вся наша операция, по идее, сорвалась из-за алчности и жадности постов гаишников. У нас просто не хватило денег заплатить этому посту. Из-за этого они придрались к нам и предложили пройти в отделение милиции. Их, когда вернули в Буденновск, перестрелка, стрельба, были ранены. Этих раненых повезли в больницу. И когда уже они поехали уже забирать этих людей, уже были стянуты войска, и они все, загнали в эту больницу. Люди, которые находились внутри, они стали одной частью, потому что их всех зачислили в разряд врагов, и их начали уничтожать. Мы сняли сетку с окна и показываем, мы одни, ребята, одни, махали, не стреляйте нас. Только мы сейчас прошло 30 секунд, три выстрела было с гранатомета. Нас уничтожат, чтобы мы миру об этом не рассказали. Чеченцев я не любил откровенно, но сейчас отношение изменилось. Поход Басаева и его людей на Буденновск с восхищением приветствовался в Чечне. Шамиль был у нас один из лучших стратегов, тактиков. Конечно, он герой для нас. Этот террорист поставил Русь на колени. Он не полез к вам, а вы полезли. Мир увидел, кто прав. Кто был прав? Вы объясните, кто был прав. Шамиль это стал национальным героем. Патриотизм в Первую чеченскую войну в Чечне был на высшем уровне. Ельцин объявил о том, что он приостанавливает военные действия и готов начать диалог с Джохаром Дудаевым. И вот в процессе подготовки так называемых переговоров с Джохаром Дудаевым, они нанесли ракетный удар, они убили Джохара Дудаева. Ни о каком перемирии они даже и не думали. Норд-Ост
от начала до конца провокации российских спецслужб. Быстро! Нас захватили какие-то вооруженные люди. Мы все в театре, нас захватили, помогите, пожалуйста, мне. Все службы вызваны, не волнуйтесь. Я боюсь. Изначально было запланировано, это были муляжи, у них не было взрывных устройств, и они не собирались никого взрывать. Им было сказано, что Путин хочет остановить войну по аналогии с Буденновском. Собрали эту группу людей с тем, чтобы они вот имитировали захват. Цель у нас одна – остановить войну в Чечне. Но когда они уже поняли, что ничего этого не работает, никого они взрывать не могут, потому что у них не было взрывного устройства. Если мы умрем здесь, то это еще не все. Нас много. Вы обратили внимание, что ни одного из них не оставили живых? Если бы это было бы не спланировано российскими спецслужбами, интересно же было бы им узнать, как они из Чечни добрались до Москвы. Они же не с автобусом с Грозного и сразу в театр приехали. Они знали, как они показались, как они оказались, и поэтому они их всех ликвидировали. И изначально задача и была поставлена как можно больше жертв, чтобы выглядеть в глазах западного мира жертвой, что и произошло. Помните, 11 сентября 2001 год, нападение на Соединенные Штаты Америки. 24 октября уже Путин сделал заявление. То есть он заявил о том, что они готовы вступить в международную коалицию по борьбе с международным терроризмом вместе с американцами, но они взамен требуют, чтобы ситуацию в Чечне рассматривали в контексте борьбы с международным терроризмом. И с этого времени, в принципе, мир стал заложником собственной близорукости. В 2004 год трагедия в Беслане. Каждый теракт к чему-то привязывался. Какие последствия за этим? После взрыва дома в Москве и Волгодонске Путин стал президентом. После Норд-Оста полностью свернули независимую журналистику. После Беслана отменили региональные выборы. Просто закручивались гайки, что позволяет Путину делать, и позволяло ему делать все, что он делал. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим. Те же методы Путин начал использовать здесь. Насколько Путин мотивировал украинцев все эти 8 лет, с 14 по 22, называя их недонародом, недогосударством, нациками. Вот вся эта российская антиукраинская пропаганда, я был уверен в том, что украинцы будут драться до последнего. Нам поступила информация, в селе находится русский террорист. Двох хлопців убили. Вони були гражданські. Оккупанты находились в этих двух домах. Я почала йому кричати, що не вбивайте сина. Они же атаковать хотели, в итоге атаковали мирные дома. Мы тут переждали ночь и на рассвете атаковали. Тут танки по городах їздять, так стріляли. Ты нормально? У тебя 1 300-й, Лёг. Да, проблема. Лёгкий 300-й, да, не проблема. Была цель поставлена уничтожить как можно больше техники и один танчик взять в плен. Удалось? И мы уничтожили. Самое страшное в этой войне, когда умирают молодые ребята, которым 15, 16, 18, 20 лет. Красивые, здоровые, как золотые зерна. И вот эти ребята, которые даже никогда не брали за руку девушку, вот, как бы даже не трогали ее,
И вот когда они умирают, тогда это очень больно и страшно. Война, может быть, когда-то далеко в юности мне казалось это что-то романтичным. Никакой романтики и ничего хорошего в этом нету. Это страх, боль, слезы и матерей, жен, детей. لا إله إلا الله لا يبس شود الله لا إله إلا الله بوسل بسا نخشيش Меня зовут Роза, я жена Закаева Ахмеда, и в Лондоне уже 20 лет. Бывают такие события, когда мы можем так вот выйти. Когда вся семья в сборе, у нас 12 человек. У нас 6 внуков, 4 внучки. У нас 2 сына и дочь. Муж и двое сыновей. Старший Шамиль и Наиб. Они есть. А мы ждем. Как ждали тогда в Чечне, когда шла война. Мы ждали, когда они на связь выйдут с нами, когда позвонят. Тогда и телефонов-то не было. Сейчас вот связь есть. Как началась война в Украине, он больше часть времени проводит там. Моя роль только жена. Я обеспечиваю, как это сказать, тыл. И я, и мои снохи, мы ждем наших мужей домой. Познакомились мы в 1977 году на вступительных экзаменах в институт. Поступали в Воронежский институт искусств на актерское отделение. Поступила я и поступил Ахмед. Вместе закончили в 1981 году. Вернулись обратно в Грозный. Да, я очень хотела стать актрисой, правда. Родители были категорически против. В те годы не очень приветствовалось желание девушки работать в театре актрисой. Мне отпустили с условием, что я поступлю на режиссерское отделение. Вот. Ну, я скрыла, немножко схитрила, что я поступила на актерское. Ахмед всегда был лидером, веселым, очень активным, хорошим оратором был. Я в театре не работала. Получилось так, что на последнем курсе института мы поженились в 99-м, и у нас родилась дочь. Эй, а как вас зовут? Расул. Фамилия Махерюха. А фамилия как? Гамзатов. Запиши на бумаге, как зовут, а то забуду. А зачем? Ахмед работал в театре, пока у нас не началась война. Он надел военную форму, и другого выхода не было. Это было очень естественное желание сопротивляться. Вот. Да. Мы все время, как на войне, 20 лет, из того, что ни на один день муж не прекращает свою
работу, свою деятельность. И поэтому для нас война не кончилась, она продолжается. Первые годы люди только приехали, были растеряны, тяжело было с языком. Мы ни на минуту не забывали о том, что было в Чечне. Это невозможно. Маленькие они когда были, дед им рассказывал, почему мы здесь оказались, что происходит. Они знали. Это важная часть жизни чеченской женщины. Самое главное. На первом месте это муж и дети. Нам остается только молиться. И мы молимся. Просим Всевышнего вернуть их живыми домой и закончить эту страшную войну. У всех у них есть желание поехать домой в Чечню. Это будет необыкновенный день, необычный день. Это будет самый счастливый день в нашей жизни, мне кажется. И я думаю, что с победой Украины в этой страшной войне и наше солнце тоже взойдет. Последние 20 лет находится под оккупацией. Чеченский народ вместе с вами. Ичкерия! Украина! То унижение, которое сегодня испытывал чеченский народ и чеченское общество, этого не было никогда. Для Кадырова я являюсь врагом номер один. Жестокий, безграмотный, абсолютно конченый, моральный урод, с которым можно сделать все, что угодно. Путин сделал на него ставку. Вокруг него есть только несколько человек, которые имеют нормальное оружие с боеприпасами. Остальные все, когда это выстраивается, они или оружие без патронов, или без бойков. Он боится этого. В начальном этапе до 7 тысяч чеченских бойцов сопротивления номинально перешли на сторону Кадырова и русских. В Украине брали плен кадыровцев. На войне, как на войне. Он не знает, что я чеченец, я не знаю, что он чеченец. Он для меня враг. Их меняют хорошо. Сколько-то хороших воинов отдают за одного. И тем более, если я его поймаю, я его не могу себе оставить, правильно? Я его должен передать в государстве. Это 37 лет, докtor живу мы целый, вот тогда уж мы думаем, что хил был, то он воемах как вот раз шлахтами, вот ерси бомбнаш буа халки инмова, вот ерси бомбнаш буа халки инмова, что там герш это и Россия почал Путин и Кадыров бахандош, хаси это ха هم تصدقوا تصدقوا شو جاوا على شنو الليل ده يا كليل ده إني أتأسف والله بالله طلع تبينا ثاني ما تبينا У этих людей, какие бы они мразями не были, у них есть там родители, есть жены, есть дети, есть. В Чечне кто-то выехал, а кто-то не может выехать. Ты или должен зайти в структуру, или умереть с голоду, или стройка где-то там, уехать в Россию. И если они с тобой не справляются, то они хватают твоих родственников, женщин, детей. Я в маске сижу и боюсь за тех людей, которые ни в чем не виноваты в том, что я здесь нахожусь. Маму я лет 20 не виделся. Так же, как и с братьями, сестрами. Когда здесь началось, бандеровцы едят младенцев русских, распинают на крестах, там женщин насилуют. Мы все это слышали, правильно? Нас называли ваххабисты, террористы, нам придумали ярлыки. А сегодня здесь бандеровцы, нацисты. Ничего не меняется, ничего для нас не нового. Они рабы, они любят, вот, чтобы том их били, вот такие они. Нет у них духа свободы. Они часто рисуют отца
папа говорят. Сын на отца похожа, и с характером очень даже. Сын у меня боевой, спортом занимается, и очень любит своего отца. Дети все любят и скучают. Они знают, где он находится, но они войну не видели. И не дай Бог, чтобы они видели. Это дорога домой. Это наше место. Чечня. Война в Украине – это для нас шанс вернуться домой. Победой можно будет назвать, победой украинцев, чеченцев и всех других людей доброй воли, это демонтаж вот этой страны, этой империи. Россия закончится, когда взойдет украинское солнце. Бусулбасанов чичье, лечанов хелхардаш горза, баланаш хайганаштие, махкана гдерик дуобзар, елалосанов чичье, вайдегне херсташью алу, вайинсандай надие, ларьела хогез чудалла, бусулбасанов чичье. La ilaha illallah, la yedes chudallahu. La ilaha illallah, bu subasanoch chichya.